из солнечного Крыма. 14 июля, плюс 36, но сейчас уже плюс 32, море плюс 25, вечер, 7 часов. Едем с Орджоникидзе в Феодосию на набережную пить мохито. Вот. Ветруган, капец. Задолбал уже дней 5 ветер. Ну, а с другой стороны, если бы ветра не было, вообще была такая спека нереальная. Вот. Так что, как-то так вот. Против ветра фигачим. Да, если ветра не было, вообще ты что, дыхнуть было нечем. А так вот ветерок освежает. Малинки, малинки. Погнали в горы. Да, блин. Малинки, малинки. Мальвинки, мальвинки. Да. Ветер, блин. Уже получается пол-лета пролетело, блин. Июнь и пол июля. Осталось пол июля и август. Ну, сентябрь можно тоже считать летом. Ну, пускай до числа 15-го, да. 15 дней. Времени у нас нету ездить по горам вверх туда. Мы поедем прямо. Мальвинки, мальвинки. Малинки. Мальвинки, мальвинки. Фу. Фары надо выключить, блин. Фары выключим. Что-то одна фара уже тарахтит. Что-то тарахтит. Фара одна. Непонятно чего. Вот тут машин. Машин сколько, нифига себе. Чем-то людей все-таки это место привлекает. Что-то они все равно сюда ездят. То, что первая линия прям на море. И все.
пляжи здесь мне не нравятся. Набережной нету, пляжи узкие, маленькие. Не знаю, на любителя. Но зато тихо, да, здесь тихо, спокойно. Нет никаких дискотек там. Тихо, спокойно, да. И море, вот оно. Минута, даже меньше. Капец ветер. Что тут с палатками стали? Да, нормально, да. Погнали! Что-то у меня барахлит трансмиссия. Что-то трансмиссия барахлит. Что-то сбилось. Похоже. Тоже тихое место. Пошел, выпал. Тихо, спокойно. Людей нету. Кайфушки. Ну а мы погнали в горы. В наши любимые горы. Шел. Какой там день уже? Лето, так и не посчитаешь. Да, ветер. Встречный ветер, блин. Фигачит. Встречный ветер. Камни летают подо мной. Да, ветер, капец. Везде ветер. Ну, летний ветер все равно, это кайф. Теплый. Ну, скорость меньше, да. Но зато обдувает и не так жарко. Я же говорю, если бы ветра не было, а сухая погода стояла. Вообще ты что, спека такая была. И это вот уже как пришла жара 35-36 градусов. И вот и ветер с ней пришел. Уже, да уже неделю, да. Дует. Недельку уже как.
Солнце фигачит еще. Закат еще не скоро. Я чисто в Феодосию и назад в Орджоникидзе. На звездопад воспоминаний не успею. На Подгорное и в горы там между Коктебелем и Орджоникидзе тоже не успею. Так что сегодня чисто так прокатнуться на 2 часика. Днем вообще и времени нету выезжать, да и работы много, а вот только вечером есть время выехать. А далеко тут не поедешь. Можно было бы, конечно, поехать на машине и на машине вернуться, например, в Судак. Это сколько? Если в 7 выезжать, в час ехать, в 8 я там, пока выгрузился по Судаку на байке покататься часок, ну, может, 1,5 часа. Ну и все, и грузиться, ехать назад. Вот так, кстати, да, вариант. Это что самое ближайшее. Все, дальше никуда уже не поедешь. Судак ближайшее. И все. Можно еще в Алушку, но в Алушку долго ехать. В Алушку 2,5 часа ехать. Это чисто без байка. Чисто поехать, погулять по набережной, может где-то посидеть и все. Так что мы едем в Феодосию. Феодосия у нас как родное место. А чё, Орджоникидзе, Феодосия 15 километров расстояние. 15, 12, смотря вот куда ехать. Хоть на велосипеде, хоть на машине, вообще рядом. Но Феодосия нормально, только что-то щелкает. Ага, большая, да, звезда. В Феодосии только есть что делать летом. Ну, как бы все работает, движуха, люди. Вот. Как приходит осень, например, октябрь. Вот с октября все. Феодосия вообще скукотища. Не, ну тоже езжу на набережную там, но я стараюсь в октябре уже уезжать либо в Ялту, либо в Сочи, потому что мне здесь скукотища вообще. И ветра эти постоянные,
как бы ветра. Так что летом я катаюсь здесь, а осенью уже стараюсь уезжать. Как-то так. Осенью, зимой здесь делать нечего вообще. Даже до марта, до апреля нечего здесь делать. Скучно. Не, ну, понятно, там в спортзал поехал, позанимался. Что-то там еще там. Но лучше как бы жить, я же говорю, если возможности есть, лучше жить в каком-то таком городе, вот как Ялта. Вот в Ялте кайф вообще просто. Что осенью, что, блин, зимой я все время куда-то езжу на велосипеде. На Петре езжу, в Семей съезжу, в Гурзуф, в Партенит, по Лушту могу поехать. Вот. Как бы вот так вот. В Сочи тоже классно. Вот. Так что как-то так. Ну, а мы уже почти до середины поднялись. Сейчас надо переключаться. Что такое жесткое переключение, я не понял. Цепь вроде смазана. Ой, забыл включить этот компьютер Garmin. Да, что-то щелкает уже. Ха. Посмотрим. Поднимемся мы. Вроде цепь смазывал недавно. Что, оно щелкает у меня? Ой. Супенейджа. 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 Ух. Тропиночки. Самая лучшая дорога в Феодосию. Хоть с Коктебеля ехать, хоть с Орджоникидзе. А по трассе неинтересно. По трассе только для... Если у тебя велосипед шоссейник там. Ну или простой, да. На простом велосипеде в эти горы не заехать. Больше пешком будешь его тащить, чем ехать. Вообще, да, электрические велосипеды, это вообще, мне кажется, уже настолько они стали уже популярные. Но еще у нас еще как бы не так, а за границей там просто все на них ездят. Но и там цены у них свои другие. Это у нас они стоят ого-го. Можно какую-никакую взять машину, блин. И не все как бы могут себе купить велосипед.
такой. Ну, плюс обслуживание. Все вот это. Вот. Но все равно вот уже сейчас же есть и горные электрички, и шоссейные электрички. Ну да, что шоссейный стоит денег, что горный стоит денег. Обычный велосипед стоит 100-120 тысяч максимум, новый. А такие стоят новые 400 тысяч, 500, 600, 700. И за лям есть. Ну, то есть там зависит, какая комплектация, какой мотор там, какая емкость батареи и все остальное. Вот. Так что такие дела. Как бы да. А бэушный, ну, например, на Авито бэушный можно взять, если обычный велосипед, это там и за 60 тысяч можно взять, и за 70. Вот. Ну, где-то от 60 до 80 тысяч бэушный нормальный можно взять. А электрический бэушный минимум стоит 200, сколько ж, ну, где-то порядка 250-280 тысяч, смотря с каким пробегом. Вот. Ну, сейчас, мне кажется, поднялись чуть цены. Сейчас, наверное, около 300 тысяч бэушный. Ну да, оно все равно зависит, сколько пробега на велосипеде, на байке, на e-байке. Сейчас, тем более, там уже они уже этого года почти все модели на 750 батареях, то были на 625, а сейчас уже новые пошли этого года 750 батареи. Она там и длиннее, и больше. А мы уже поднялись наверх. Высота здесь 260 метров. Не такая большая, но тем не менее высота, тем не менее горы. Это, конечно, не Ялта, не Айпетри. Но там сейчас, я смотрел, там сейчас столько народу, просто жесть. Если вот Феодосию на набережную приезжаешь, там, да, вот сейчас, ну, народ есть там, все, да, это. А в Ялте там народу просто пипец сколько. Там тьма вообще. Народу там просто жесть. Так что в Феодосии как бы народ есть, но так, чуть-чуть. Добрый день. О, встретил этих эндурщиков. Первый раз здесь. Я их встречаю. Эндурщиков. Ох,
какой ветер. Эндурщики. Не, мотоцикл классная тема тоже, но травмоопаснее, чем велосипед. Во-первых, мотоцикл тяжелый. Вот. По ценам, в принципе, он столько же стоит, как и электрический велосипед. Даже и дороже. Ну, там и мотоциклы эти есть, да, дорогие. Но и я как-то смотрел, они там порядка 400-500 тысяч стоят. Вот, он как бы тяжелее, травмоопасней, скорость же, все это. Вот. Там постоянно надо ездить в черепахе, в наколенниках, ну, полностью в доспехах, в ботинках. Вот. Ну и там ручка газа, все, там педали крутить никак. Газуешь и все. Мотоцикл есть мотоцикл. А велосипед есть велосипед. Но для вот меня, например, мотоцикл никак. Для вот меня велосипед и машина. Вот как бы так. А мотоцикл не хочу. Я, например, лучше куплю какой-то электрический велосипед, там новее, там мощнее, чем как бы мотоцикл. Что-то вот как-то так. Мотоцикл классная штука, но не для всех. Не, ну да, там во все горы заехать можно, все это там скоро же, да. Но, блин, все равно не знаю, мне что там мотоцикл как-то не по душе. Пускай я лучше со скоростью меньше буду ехать, но зато у меня хоть какая-то будет нагрузка, будет работать все как бы тело. А в мотоцикле что, ты сидишь, газуешь и все. Ну, в принципе, как в машине. Ну, только машина во сколько раз безопасней. Ну, а с другой стороны, на мотоцикле ты вот по таким местам можешь ездить, а на машине нет. Ну, поэтому вот для таких мест и нужен мотоцикл, да. Или электрический велосипед. А еще ж есть электрический мотоцикл, электро. Но там тоже он, так как и мотоцикл, просто он не на бензине, а на электрике. Но он тоже там тяжелый, скорость там же, все это, то есть тоже во много раз травмоопаснее, чем велосипед. Так что будем пока кататься мы на велосипеде, а не на мотоцикле. О, пускай другие катаются. Вот такой вид вечерний на Феодосию. Какой у нас сегодня 14 июля. Закатик он там чуть-чуть намечается. Ну, уже почти 8. Время тик-тик-тик. Тирик-тирик. Погнали. На спуск. На спуск погнали.
Тарарарарария. А вообще я сел на велосипед, сейчас скажу когда, лет 5 назад так. Купил обычный горный МТБшный велосипед и начал по Крыму здесь ездить. Ну, кстати, здесь я только на нем и ездил, на простом МТБшном. А потом уже купил бэушный электро первый у парня там в Ялте. И на нем уже я ездил не только здесь, а уже и в Ялте на нем ездили. Поднимались в горы там разные. В Сочи ездил с велосипедом. Тоже там по горам всяким ездил. Потом второй вот этот взял. Первый у меня был Куб обычный МТБшный. Потом второй был Куб Электро. А сейчас третий Скот Электро. Вот. А до этого вообще не ездил на велосипеде. Только в школе, когда учился, это лет бог знает сколько назад. Так что как-то так. Ох, ветерок такой, кайф. Кайфушки. Дораде, дораде, кантаре. Спускаемся в частный сектор. Феодосий, блин, не туда поехал. Ну ладно. Какая разница, все равно спустились. Собака не гавкает, идет себе. А есть такие собаки пришибленные. Оу. Оу. Привет, песик, тоже он не гавкает, сидит себе спокойно, наслаждается вечером. А есть бешеные, блин, кидаются. Вот частный сектор Феодосии. Я даже не знаю, как тут называются улицы. Даже не спрашивайте. Вот тоже собаки. Вот тут провод висел где-то месяц назад. Чуть не полетел через этот провод, блин. О, сейчас, конечно, да, вечером кайф самый.
Самый кайф сейчас. Да, блин, камни эти, блин. Что там? Никого нету? Нету никого. Фу. Это что еще за встречный самокатчик? Встречные самокатчики. Сейчас уже направляемся в сторону набережной. А время сколько? А время уже 20:03. 20:03. Хотел посмотреть, нигде там не подцепил никакую там ветку на заднюю трансмиссию. Сейчас станем там, посмотрим. Только как-то один раз я ехал, смотрю, у меня сзади палка какая-то торчит. Думаю, нифига себе, блин. Думаю, нифига себе. Это там в горах вечно нахожу места. Что они еще ремонтируют? Стоит экскаватор. Наверное. Нету. А не, нету. Погнали. Фу. А можно сюда вот свернуть. Зелень, 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 зелень. Он прокатный велосипед. Ух ты, ямы, нифига себе. Нифига себе тут ямы.
Можно сейчас сюда свернуть. Вот тут сколько автомобилистов. Юные автомобилисты. Юные автомобилисты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, тихо, малой. Гонщик. Гонщик Ламборджини. Пицца, пицца. Пицца, мицца. Электро эти машинки ездят, блин, хоть бы что. Оп. Так, девочки, давайте поторопитесь. Ого, очередь. Собралась очередь. Электричку, конечно, обгонять это такое дело. Но сейчас, кстати, блин, народу столько. Как-то я обгоняла один раз электричку, но это было очень давно. Приглашаем вас. Куда приглашаем? Не знаю, куда-то приглашаем, а куда? Эй, тетя в красном платье. Вечер-вечерок. Вечер-вечерок. Кто-то пешком идет. Устали. Наверное, устали. Кстати, один из пареньков, мастер с магазина, помнит, часто делает велосипед, ремонтирует. Собака злая, осторожно. Вот такой гудящий паровоз. Эй, собака. Собака-барабака. О.
Капец народу. Просто жесть. Сейчас прокатимся до самого конца. Все, чухнул паровозик. А время сколько? 20? Самокатчики, самокатчики. Где вы там были? Девочки, девочки, мальчики. Алиса в стране чудес. Прокат. Прокаты. Собаки гуляют. Опа, вот и до конца мы доехали. А, кстати, можно сейчас там кружок дать вокруг и с той стороны выехать. Посмотрим сейчас. Ну да, так вокруг объехать парковку всю и с той стороны выехать. Где тут выезд? А вот это здесь. Да, такой парк большой. Все здесь с детьми. С детьми все здесь. Эй, котики. Сейчас вон собаки там две идут. Две собаки идут. Ой. Еды нету.